Завершающим действием божественной мудрости стало направление посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, к неграмотному арабскому народу, а не к цивилизованным народам, окружавших их. Чужая, заблудшая философия не проникла к арабам и не оказала негативного влияния на их мышление и на образ жизни. Ведь если бы пророк, алейхиссаляту вассалям, родился в цивилизованном государстве, то у кого-нибудь возникли бы сомнения в истинности его пророчества. Промелькнула бы мысль, что он у кого-то обучился всему, изучал науки, предыдущие писания, историю прежних поколений и на этой основе придумал священный Коран. Но премудрый Создатель, во власти которого находится все сущее, не оставил даже такого ничтожного повода для возникновения у людей подобного рода сомнений. И сам Всевышний об этом нам напоминает в следующем аяте священного Корана. Он тот, кто отправил к неграмотным людям посланника из их среды. Он читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении. Поэтому по воле Всевышнего Аллаха, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, был не умеющим читать и писать. Также и его народ в своем большинстве был подобным ему в этом качестве. Более того, невозможно представить, чтобы миссии правдивых пророков различались в вопросе вероучения, так как догматы вероучения являются сообщением. Сообщение о чем-либо не может отличаться у передатчиков, если мы предположим правдивость каждого из них. Не поддается разуму, чтобы один из пророков был отправлен к людям с целью донести до них то, что Всевышний Аллах является третьим в Троице, пречист Он и премного выше того, что они говорят, а затем приходит последующий пророк, чтобы донести до людей то, что Всевышний Аллах один, и нет у него сотоварищей, и чтобы после этого каждый из них был правдив в том, что он доносит от своего Господа. Однако, смысл рассечения груди не состоял в том, чтобы извлечь из тела пророка, алейхиссаляту вассалям, материальный кусок, содержащий зло. Аллаху а'лям. Если бы источником зла был некий орган или материальный кусок, то было бы возможным переделать плохого человека в хорошего с помощью хирургической операции. Смысл рассечения состоял в свидетельствовании его непогрешимости, алейхиссаляту вассалям, и предвещании ниспослания ему божественного откровения. Это знамение должно было помочь людям уверовать в него и его пророчество. Таким образом, очищение сердца Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, носило знаковый характер, однако это было произведено в таком материальном виде, что способствовало чувственному восприятию, непосредственному видению и слышанию происходящего необычного события со стороны окружающих людей и подтверждению ими истинности его будущего пророчества.